Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Единовременная выплата блокадникам. Глава государства подписал соответствующий указ. На Наварском Улусе ученики в теплице выращивают овощи для школьной столовой. Узнаем об урожае этого года. Уголок Якутии в Стамбуле. Сборная России по масс-рестлингу посетила место силы. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тысяч рублей. Текст документа опубликовали на сайте Кремля. Выплату получат граждане России, награжденные медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда, постоянно проживающие на территориях России, в Латвии, Литве, Эстонии, также в Абхазии, Республике Южная Осетия и Приднестровье. Перейдем к эпидобстановке. В Якутии за минувшие сутки зафиксировали 170 новых случаев COVID-19. Так, в Якутске обнаружили 98 случаев, в Амгинском районе 9, в Чурапчинском 7, в Усть-Алданском районе 5. По 6 пациентов с инфекцией зарегистрировали в Мегино-Кангаласском и Сунтарском районах. По 4 заболевших, в Нюрбинском и Татинском районах по 3, в Вилюйском, Намском и Нерюнгринском районах. Кроме того, еще в 15 районах зафиксировали по 1-2 случая. За сутки лаборатории республики провели 5244 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 миллион 418 тысяч 326 тестов. В Якутске прошло торжественное вручение ключей от 44 автомобилей для медицинских организаций. Транспорт предназначен организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам, расположенным в сельской местности, также поселках городского типа и малых городах, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Новые автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутии. В Якутске состоялось официальное открытие бизнес-акселератора «Твой старт». Акселератор представляет собой бесплатную образовательную программу для школьников 7-11 классов, которая предоставит возможность подросткам из Якутии в течение 3 месяцев изучать бизнес-дисциплины, развивать предпринимательское мышление и работать над собственными проектами. Подробности далее в следующем материале. Это первая образовательная программа обучения для детей в рамках образовательного центра «Парка будущих поколений», строительство которого стартовало в эти дни в столице республики. Организаторами выступает целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия в партнерстве со школой глобального бизнеса. В прошлом году в рамках проекта «Парк будущих поколений» был проведен Skills Camp – образовательная программа по обучению креативным навыкам. В этом году бизнес-акселератор направлен на базовые навыки в сфере предпринимательства. В этот раз у нас школа глобального бизнеса подобрала лекторов из такой компании, как «Дети MBA», которые проводят свои образовательные программы и в Москве, Минске, Киеве. Ну и также вот сейчас они включаются на онлайн-платформу в Оксфорде. Представители бизнес-школы для тинейджеров «Дети MBA» будут обучать школьников из Якутии 13-17 лет, которые выполнили тестовое задание и прошли конкурсный отбор. Всего для участия в программе было отобрано 200 ребят. 60 из них смогут посещать как очные, так и онлайн-встречи на платформе. Остальные 140 ребят будут посещать только онлайн-лекции с доступом ко всем материалам курса. Да, итог курса мы отберем самые классные идеи, которые, с одной стороны, будут интересны рынку и инвесторам, с другой стороны, будут наиболее проработаны. И только 8 идей дойдет до финального этапа, когда мы сможем их представить. Называется питч, будут претендовать на то, чтобы привлечь деньги и запуститься. Участники отныне будут изучать такие темы, как стартап, разработка продукта, рынок, финансы, инвестиции, маркетинг. Смогут развить лидерство и гибкие навыки, научатся работать в команде и проработают свои стартап-идеи до полноценных, готовых к запуску бизнес-проектов. Пришел сюда, чтобы узнать что-то новенькое о бизнесе. Я сам занимаюсь предпринимательством мелким, торгую мелкими вещами из Китая полезными, что-нибудь там присматриваю и присылаю сюда, и продаю уже здесь. Ну, я надеюсь, что-то узнать, что новенькое, чтобы там, не знаю, расскажешь какие-то секреты, там вот как раз о налоговой, может быть, что-нибудь узнаю, чтобы там не попасться и вот что-нибудь такое, как это все оформлять правильно.
Бесплатное образовательное мероприятие для школьников, особенно в таких масштабах, это редкость не только для региона, но и для всей России. Мы можем стать свидетелями старта уникального проекта, акселератора и начала масштабного развития парка будущих поколений, инновационной площадки для неформального обучения детей и рычага глобальных социальных перемен. Яна Захарова, Павел Никифоров, Григорий Николаев, Якутск. Тем временем школьники Анабарского улуса в теплице выращивают овощи для школьной столовой. Ученики со Скалахской средней школы в Анабарском улусе выращивают эти овощи. Огород обустроили на участке, расположенном рядом с образовательным учреждением. Смотрите, что получилось. Так как у нас на Крайнем Севере все овощи привозные, наша школьная теплица начала работать с 2017 года. Мы открыли по программе «Кружок Юный овощевод», где учителя занимаются вместе с учащимися и выращивают летом в теплице огурцы, помидоры. Значит, в этом году наши ребята посадили огурцы, салат, свеклу и морковку. И это мы все реализовываем для нашей школьной столовой, и остатки, конечно, мы для населения реализовали. Благодаря выращенным в нашей теплице овощам наши дети получают зимой витаминизированную еду. Готовим борщи, рассольник, щи. Также готовим заготовки на зиму и салаты. С прошлого года Соскалахская средняя школа реализует местную продукцию, как салаты, морковь, огурцы и свеклу. И в том числе в нашем магазине в этом году продавали огурцы, свеклу, морковь. Так, местные жители очень хорошо раскупают. И вот желаем дальнейшего процветания школьной теплицы, и все мы поддерживаем эту инициативу. Сейчас мы занимаемся собиранием моркови, которую мы выросли в этом году впервые с нашим учителем Марианной Петровной. Она у нас была рассеяна в мае, и также в середине сентября мы видим готовый результат. Вот такая морковь у нас выросла. Также мы посадили капусту, свекла, салат и многое другое. И, возможно, даже мы в следующем году будем есть клубнику, да? Это будет точно. Мы этим летом ходили в кружок «Юный овощевод», и мы с ребятами поливаем овощи каждый день по 2 раза и поддерживаем при наших холодных летних условиях температуру. И это делается теном. И тен каждый день проверяется, что вырос такие большие огурцы. И мы сейчас собираем последний урожай. И мы, конечно, в дальнейшем тоже хотим расшириться, уже посадить какие-нибудь экзотические фрукты, например, клубнику тоже хотим попробовать, значит. И хотелось бы, конечно, чтобы наша теплица расширилась, и чтобы чтобы нашим детям это все помогло в будущем в их жизни. В Якутске проходит республиканский турнир по русским шашкам, посвященный президенту Федерации шашек республики Александру Романову. Соревнование проходит уже в 3-й раз. В нем участвуют более 80 участников. Среди них есть титулованные спортсмены, чемпионы мира и Европы Николай Стручков, Андрей Федотов, Николай Гуляев и другие. Соревнование проходит по швейцарской системе. Участвуют 3 категории спортсменов. Это школьники, мужчины и женщины старше 50 лет. Отдельно идут состязания за звание абсолютного чемпиона. Общий призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. Отметим, абсолютный победитель турнира по русским шашкам в качестве награды получит жеребенка. В швейцарской системе в 9 туров, сколько участников, сейчас около 60 человек набралось, целый день будет проводиться, а потом еще абсолютное первенство, как говорится, и там будет разыгран жеребенок. Очень маленькие дети, школьники будут играть наравне с гроссмейстерами, вместе с ними будут встречаться, и это большой урок для молодых наших ребят.
В канун первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу в Турции сборная России посетила место силы. Об уголке Якутии в Стамбуле смотрите в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Мы находимся в районе Халича у Золотого Рога в парке Нилюфар. И, пожалуй, именно это место в Стамбуле можно назвать самым сакральным для якутян. Еще в 2017 году здесь был установлен наш якутский сэргэ. Живое наследие предков на турецкой земле. Символическая коновязь появилась здесь в знак дружбы и сотрудничества между Стамбулом и столицей Якутии в рамках Дней Якутска. Для проживающих в Турции якутян сэргэ стал не просто связью с родиной, но и особым местом силы. Сэргэ представляет нашу культуру, на самом деле, в этом красивейшем и, возможно, даже в одном из центральных городов мира. Это место тоже выбиралось не просто так. Сюда приезжал человек до мероприятий Дней Якутска. Они выбирали место, выбирали по энергии, что подходит, да. То есть это не просто так стоит. Сэргэ как символ народного духа, связующий нити между поколениями. Перед стартом важных соревнований масс-рестлеры также не упустили возможности получить благословление у высших божеств. Всегда мы должны преклоняться нашим предкам, где будут происходить какие-то большие события, чтобы все в этом месте прошло удачно, все было только благополучно, и чтобы наши предки и наши духи всегда нас оберегали. Первый соревновательный день стартует 18 сентября. С 9 утра до 6 вечера пройдут поединки в 4 весовых категориях для мужчин и в 3 для женщин. Каждый масс-рестлер намерен выйти с помоста победителем. В российской сборной 27 спортсменов. Всего же второй этап Кубка мира объединил около 150 масс-рестлеров из 12 стран. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Стамбул, Турция. И о погоде. В большинстве районов республики до середины сентября продолжалось так называемое бабье лето, солнечная и сухая погода. Однако уже с 16 числа с выходом на территорию региона теплого циклона в южных и центральных районах республики прошли дожди. Осадки сегодня наблюдают и жители столицы региона. Здесь дожди и облачная погода сохранится до воскресенья 19 сентября. Другой циклон вышел у нас на северо-запад Якутии. С Красноярского края принес холодный арктический воздух. В Оленёкском, Мирнинском районах сейчас идет снег. На западе республики сохраняется прохладная погода без осадков. В начале следующей недели на юго-запад, затем на центральные районы выйдет теплая воздушная масса с Иркутской области. Кратковременно потеплеет. И дневная температура повысится до 12-17, на юго-западе до 18-23 градусов. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь и отличного вам дня.